сегодня, знаете, назвал свою проповедь «Непрестанно молитесь». Непрестанно, скажите, непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. Знаете, один из аспектов, важнейших аспектов молитвы – это молитва ходатайства и молитва это духовная война в молитве. Молитвы будут разные, конечно, я не смогу все аспекты, молитвы затронуть, но некоторые, которые запали в мое сердце, я вам дам. И, знаете, на войне, я недавно читал, авиация, да, оказывает решающее значение на ход наземных операций, но при условии массирования и усилий на решающих направлениях. Знаете, если сделать аналогию, да, войны, мы в духовной войне вообще. Братья, вы осознаете, что мы в духовной войне. И Царство Божие, оно усилием берется. Усилием. И знаете, если мы будем вот так лежать, ничего не произойдет. Мы должны молиться. И знаете, я верю, что вот то, что мы видим на земле, это отражение духовного. И знаете, на войне авиация, часто она решающую влияние имеет. И я верю, что авиация это как аналогия молитвы. Знаете, когда мы молимся, то мы наносим врагу очень существенный ущерб, и Царство Божие, оно выигрывает и продвигается. Но если мы не молимся, то враг может победить нас. И есть много примеров, когда просто, как в личной жизни люди падают, и вообще в церкви могут упасть очень сильно, потерпеть урон. Давайте откроем местописание 1 Фессалоникийцам, 5 главу, 16-22. 16 по 22 стих. И тут апостол Павел очень краткими словами, буквально 2 слова, знаете, наверное, самые короткие стихи из Библии, вот прямо ряд идет. И он говорит: всегда радуйтесь. Скажите, всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. И знаете, в этой связке молитва, я верю, ключевую роль играет. Почему? Вот написано: непрестанно молитесь, да? Но как молиться, знаете, если ты не молишься, то у тебя и радости не будет. Да, ты можешь у тебя какие-то, может быть, веселье какое-то будет, но истинная радость, я верю, приходит от твоего духовного состояния. Если у тебя в духе хорошо, то и внешне у тебя хорошо будет. И ты радуешься. И написано же: всегда радуйтесь, да? Потом непрестанно молитесь. А потом что? За все благодарите. Если нет молитвы, то благодарить-то за что? Но когда ты молишься, то ты получаешь ответы, ты получаешь какую-то поддержку от Господа, и ты тогда благодаришь. Аминь. Вы видите, что молитва – это как ключевое в этих стихах. Я верю, что молитва – это ключевое. И тут написано «непрестанно». Знаете, и вопрос такой: как непрестанно молиться? Вот прямо сейчас даже непрестанно, это значит, знаете, это очень сильное слово. Не написано «постоянно молитесь», или «всегда молитесь». Непрестанно, это значит, не должно быть никакого перерыва, что ли. Непрестанно. Это сильнее слово, чем «постоянно». Постоянно, это значит, можно сказать, я постоянно время от времени кушаю, да? Но я же не непрерывно кушаю, правильно?
Как вы думаете, что мы делаем непрестанно? Дышим. Дышим мы непрестанно. Даже во сне мы дышим. И я верю, вот внешне как бы наше житие, оно отражает духовные вещи. И аналог непрестанной молитвы – это наше дыхание. Мы дышим непрестанно. Вот точно так же мы должны непрестанно молиться. Теперь смотрите, молитва, она, конечно же, разная вообще. Это очень широкая как бы вообще тема. Ты можешь молиться внутри, ты можешь молиться на иных языках, ты можешь специальное время уделить молитве, как бы, да? Но даже сейчас, когда ты сидишь, у тебя может быть идет молитва изнутри. И должно идти молитва внутренним образом. И знаете, я для себя сделал, для себя я принял, что самое как бы простое определение молитвы – это непрестанное общение. Ты с Богом в непрестанном общении. А что есть общение? Мы же общаемся друг с другом. Знаете, мы с женой общаемся постоянно. И смотрите, когда мы даже не говорим слова, мы находимся рядышком, у нас все равно общение идет. Даже когда слов нету, ты общаешься. На самом деле общение это функция нашего духа. Наш дух общается с Богом. И общение подразумевает взаимообмен. Ты говоришь, и потом ты прислушиваешься, и Бог тебе говорит. Ты говоришь, и Бог тебе говорит. Есть взаимообмен. И это должно происходить непрестанно, непрерывно. Аллилуйя. Знаете, без молитвы дух будет угашаться. Смотрите, 19 стих. Духа не угашайте, да, написано. Наш дух, он постоянно должен быть в таком состоянии общения с Господом, и постоянно он должен гореть. Огонь внутри нас должен гореть. Я верю, в эти дни огонь сильнее возгорелся, и студенты, вы, слава Богу, начали новый учебный, аллилуйя, библейскую школу. И ваш дух, я думаю, радуется, и это чувствуется. Вы чувствуете это, радость в духе, да? Слава Господу. Давайте просто поблагодарим Господа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. И духа не угашайте. Духа не угашайте. Знаете, часто дух в нас – это дух ходатайства и молитвы. Дух ходатайства и молитвы. Ты чувствуешь, ты видишь какую-то ситуацию, у тебя вдруг ты начинаешь молиться. Это дух твой молится. Пророчество тоже нельзя уничтожать. Знаете, часто есть, я часто слышал, что за пророчество такое? Но Бог говорит, пророчество не надо уничтожать. Как ты будешь уничтожать, если ты будешь молиться? Молись, и тогда ты не будешь уничтожать пророчество. Слава Господу! Аллилуйя! Знаете, я верю в силу молитвы. Знаете, в молитве все решается. Когда-то мы на даче однажды, мы всей семьей молились, и как-то особенным образом Господь сошел на нас тогда. И я начал вообще что-то в духе просто рвать и метать, как в духе прямо. Начал сильно молиться на иных языках. И ощущение такое было, что как будто молнии вокруг просто, в духе это. Это не буквально, а в духе. И знаете, после этого какой-то прорыв произошел в нашем духовном состоянии, и вообще и финансово, и все остальное. Пошло в гору. Я верю, что мы в молитве что-то там прорвали, и произошел перелом. И вы видите, молитва, она очень сильна. Вначале ты делаешь победу в молитве, в духе. Ты промаливаешь ситуацию, и тогда ситуация, она меняется.
Это подобно тому, когда ты молишься. Знаете, на рентгеновском снимке ты видишь, как бы, внешне как будто ничего не видно, все хорошо, а кость сломалась. Вот что-то, нечто подобное, когда ты что-то где-то промолил, ты промолился, то ты изменил ситуацию. Слава Господу! Давайте место Писания возьмем. Ефесянам 6 глава, 18 стих. Вообще, мы должны упражнять себя в благочестии. Скажите, упражнять благочестие. Благочестие – это когда Бог выражается через твою жизнь. Это когда Бог живет в тебе, но Он не просто живет в тебе, Бог через тебя начинает действовать. Вот это и есть благочестие. И Бог хочет, чтобы через каждого из нас Бог проявился, чтобы Господь проявился в твоей жизни, на твоей работе, везде, где бы ты ни был, Господь хочет выразиться через тебя, через твои глаза, через твои уста, через твои дела. Аминь? Аминь. Вот это и есть благочестие. И смотрите, есть такое понятие упражнять себя в благочестии. Давайте откроем Ефесянам 6:18. «Всякую молитвою и прошением». Смотрите, всякую молитвою. Разные рода молитвы бывает, да? «Всякая молитва и прошение. Молитесь во всякое время». Чем? Духом. Я верю, молитва, она должна идти от духа. Не от души, но от духа. «И старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Ясно говорится, что молитва и прошение происходят в духе. И на самом деле функция вот нашего духа – это молитва. Именно наш дух молится. Именно дух побуждает нас молиться. У вас есть привычка, вы утром встаете и молитесь, или вы вечером пришли с работы, вы что-то хочется помолиться, хочется выйти на улицу, например, и ты молишься. Что это такое? Это твой дух побуждает тебя. Аминь. Будьте водимы духом. Знаете, в прошлой проповеди я говорил, что мы должны быть водимы духом и вообще жить по духу. Не душою своей водиться, но духом. И я верю, молитва – это как раз один из ключей к упражнению себя в благочестии. Если ты много молишься, ты духовный, значит. Аминь. Христианин, который не молится, трудно назвать христианин. Как ты можешь верить Господу и не молиться? Молитесь. Молитесь. Давайте посмотрим 1 Тимофея 2 глава, с 1 стиха. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы». Опять видите, прежде всего, утром встали. Прежде всего, начинай с молитвы. Угу. Прошение, потом идет прошение, просьбы, да? Моление, молитвы опять. Благодарение за всех человеков, за всех царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. И тут же, в этой же главе 8 стих, смотрите, тут что написано. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». И Библия повелевает: мужи, поднимайте свои руки, чистые руки. Давайте сейчас поднимем все руки. Все поднимем руки. Слава Господу, как чудесно. Как чудесно. Библия говорит: поднимайте руки, воздевайте свои руки Богу. Чистые руки, без гнева и сомнения. Смотрите, слово «сомнение» переводится как размышление, помышление, мысль, мнение, сомнение. И даже переводится как спор,
И я заметил, что христиане часто, вместо того, чтобы начинать поднять руки и молиться, начинают спорить, начинают какие-то мнения, размышления и много-много такого, как бы, что идет от ума или от чувств. Понимаете? Вместо того, чтобы поднять руки и просто начинать молиться. Понимаете, молитва – это очень духовная вещь. Но часто бывает так, что мысль такая, что толку, как бы плоть, да? Плоть, она не привыкла совсем молиться. Она вообще не понимает даже, что такое молитва. Для мирских людей и для плотских христиан это самая какая-то безумная вещь. Вообще это как будто бы трата времени. Разве не так? Разве плоть вот так не так говорит? Это просто трата времени. Зачем это наша плоть, плотская натура, она вот такая вот. Она не хочет молиться, она не понимает вообще, зачем все это нужно. И это заметно по молитвенным нашим собраниям. Слава Богу, сейчас, как вас много, нас всех много. Слава Богу за общие наши собрания. На молитве почему-то, в прошлый раз нас было 5 человек. Слава Богу за 5. Знаете, один прогонит 1000, 2 10 000, 5 еще мощнее. Знаете, согласитесь, если бы нас было там не 5, а 50 человек. Вот это была бы сила. Это была бы сила. Понимаете, да? Почему такое происходит? И кто-то сказал, что церковь, количество прихожан, оно не измеряется количеством, которые приходят на воскресные служения, а тем количеством, которые приходят на молитвенные. Вот столько членов церкви. Не знаю, плакать хочется. Я хочу сегодня вдохновить вас. Мое желание не осудить, да? То есть не надо размышлять, не надо там какие-то споры устраивать, умственные какие-то эти. Просто подними руки и молись. Поднимай руки и молись. Это более духовно, чем наши душевные какие-то умозаключения, или кто-то живет по своим просто эмоционально. Я не хочу, и не буду. Молитесь. Непрестанно, причем молитесь, да? Знаете, размышления в разуме часто, это душевность. Часто. Потому что там возникает много вопросов. Зачем? Почему? Что? Знаете, в Библии вы заметили, кто первый раз вопрос задал? Дьявол пришел с вопросом к Еве, помните? А подлинно ли сказал Бог? И знаете, как он знак вопроса, он похож тоже такой вот. Подлинно ли сказал Бог? И начинается размышление. И Ева, она попала в эту ловушку. Она начала размышлять, она начала видеть. Знаете, она вместо того, чтобы посмотреть в сторону Бога, она начала умствование в своем разуме. Понимаете, она обратилась к своей душе. Но что Слово говорит, что воздевайте чистые руки для молитвы, без всякого спора и сомнения. Аминь. Смотрите, я верю в Слово Божье, и молитва – это два основное, что должны делать христиане. Пребывать в Слове и в молитве. Потому что Слово без молитвы – это будет просто пустота какая-то. Это просто будет сухо, это будет простая информация. Это, как Библия говорит, что как буква, которая просто убивает. Это будет информация, сухая информация, от которой ты будешь умный, но не духовный. С другой стороны, просто молитва тоже без слова. Это ты просто улетишь, ты будешь пророчествовать, у тебя много лжепророчеств появится. Когда у тебя нет здравого основания слова. Ты просто улетишь в дух, и, знаете, бывает много сейчас пророков появилось. И они пророчествуют.
противоречия в Библии бывает часто. И смотрите, два крыла, на которых мы должны, каждый христианин, у него должно быть слово и молитва, слово и молитва. И слово и молитва, они дополняют друг друга. Молитва больше связана с духом слова, оно слово, и знаете, слово, оно оживляется молитвою и духом. Я заметил, если много молитвы, то и слово будет сильно. Если мало молитвы, то слово оно будет просто как информация, которая не будет назидать. Смотрите, давайте пойдем на Ефесянам 6 главу, 17 стиха почитаем. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный». «И шлем спасения возьмите, и меч духовный». В другом переводе написано «меч духа». Меч духа. Меч духа, который есть Слово Божье. Слово Божье. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Угу. Смотрите. То есть меч духа, который есть Слово Божье. Да? Меч духа, который есть Слово Божье. И потом дальше написано, что всякую молитву и прошением. В другом переводе написано «примите меч духа, который есть Слово Божье, посредством всякой молитвы и прошения». Смотрите, примите Слово. Вот часто люди задают вопрос, каким образом Слово Божье принимать? Смотрите, можно принимать разумом. Конечно, наш разум должен обновляться. Но это, как сказать, это внешнее научение, самое лучшее научение, когда Бог изнутри тебя учит. Это самое лучшее, что ты можешь получить от Бога. Это точно так же, как мы имеем внешний закон Моисеев, и он там написано «не кради», там «не лги», да? Оно внешним образом учит, но лучше, когда Бог внутри тебя проговорит изнутри. Аминь. И тогда это твое, понимаешь? Это истина, твоя сущность, она меняется. И смотрите, каким образом вот это слово, мы же имеем слово, Библию, жалко, что здесь Библии нет. У меня электронная Библия. И смотрите, вот эта Библия, Слово Божье, она должна стать нашим, не просто в разуме, в нашем духе. Да? И теперь вопрос, каким образом оно войдет сюда, в наш дух? Каким образом? Вот ответ. Всякую молитвою, как там написано? И прошением молитесь. Смотрите, когда берешь Слово Божье, и не просто читаешь, ты молишься этим словом. Вот тогда оно становится твоим. Вы практикуете это когда-нибудь? Знаете, Библия — это не только молитва здесь «Отче наш», да? Мы знаем молитву «Отче наш». Я скажу, что есть много других молитв, да, здесь в Библии. Но Библия, она должна стать полностью как молитвенник. Я видел молитвенники, такие толстые молитвенники. Но самый лучший молитвенник — это Библия. Ты возьми Слово Божье и просто молись этими словами. Не надо выдумывать, знаете, перед Бога же не впечатлишь своим этим. Я придумал такие красивые слова. И ты думаешь, Бог впечатлился твоими красивыми словами и тебе дал ответ. Знаете, Бога впечатляет слово, которое ты растворил верою в молитве. И когда ты провозглашаешь вот это слово, ты не выдумываешь. Да? Вот тогда Бог отвечает на свое же слово, которое в нас вошло и растворилось верою посредством молитвы и прошения. Понимаете, да?
Аллилуйя. Давайте вот сейчас возьмем один стих. Я приготовил один стих специально. Вместе помолимся этим стихом. Ефесянам 1 глава, 7 глава. Я буду молиться, вы просто повторяйте. Это примерно то же самое, что я делаю. Каждый день я это делаю. Каждый день. Скажите, в котором? Господь, благодарю Тебя. Я в Тебе. В котором? Слава, я в Тебе. Мы имеем искупление. Я имею. Иисус, спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе. Аллилуйя. Я имею искупление кровью Твоею. Спасибо за кровь Твою. Благодарю Тебя за кровь Твою, которую я имею искупление. Слава Тебе и хвала. Аллилуйя. Прощение грехов. Спасибо Тебе, Господь. Я имею прощение грехов. Спасибо Тебе, Господь. По богатству благодати Твоей. Господь, Ты имеешь богатство благодати. Спасибо, что Твоя благодать, она не маленькая, она богатая. И Ты даешь мне богатство благодати Твоей. Спасибо Тебе. У Тебя есть благодать для меня. Слава Тебе, Господь, и хвала. Каковою Ты в преизбытке даровал мне. Спасибо Тебе, Господь, что Ты в преизбытке. Ты не немножко. Ты в преизбытке даровал мне эту свою благодать. Слава Тебе, хвала. Аллилуйя. Во всякой премудрости. Спасибо. Ты даешь мне всякую премудрость и разумение. Даже разум мой обновляется. Разумение мое обновляется. Спасибо, слава Тебе и хвала. Благодарю Тебя, Господь. Чудесно. Аминь. Теперь я вот задам вопрос. Вы что-то почувствовали, нет? Что-нибудь почувствовали? Есть какое-то ощущение? Вот поднимите руки. Во, смотрите. Чудесно. Это непростые ощущения. Это как раз ощущение Духа, Слова. Вы применили Слово, и вы применили молитву. В этот момент, я верю, Слово становится каким-то таким, ты ощущаешь его, у тебя какое-то появляется чувство. Смотрите, какая сила. Вот таким образом, вот я вам сейчас до этого рассказывал, мы как Слово Божие принимаем, как меч Духа. Понимаете, да? Всякую молитвою и прошением. Вот разным способом ты берешь Слово Божие и ты молишься этими же словами. Смотрите, что происходит. Все, ты применяешь Слово Божье, и оно стало не просто в разуме, ты ощутил его. Разве не так? Есть ощущение, и это очень подлинное ощущение. Ты прочувствовал. Знаете, я пожелал вам, студентам, когда вот первый там было приветствие, да, чтобы вы ощутили, осязали, увидели Слово жизни. Понимаете? Вот таким образом Слово Божие, оно принимается, оно становится пищей твоей каждый день. Именно таким образом, через молитву ты принимаешь Слово Божье, и оно проникает прямо в самую суть твою. И у тебя появляется радость тогда. И всегда радуйтесь, написано, да? Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. И у тебя появляется благодарение. Господь, спасибо Тебе, слава Тебе, Господь. И ты благодаришь. Аминь. Аллилуйя. Применяйте. Это, не знаю, это один из таких сокровищ. Просто самое большее, что мы можем получить от Бога, это Его вот как раз помазание.
помазание, которое идет от Слова Божия, которое ты растворил верою в молитве. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты буквально, знаете, Слово Божие ты просто вмаливаешь в себя. Ты просто пропитываешься этим Словом. И это становится частью тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Смотрите, теперь я хочу вдохновить, чтобы, приходите на молитвенные собрания. В каком-то смысле молитва, она даже важнее, чем слово. Потому что если слово будет без молитвы, это будет просто, толку не будет. Нужно молиться. Церковная жизнь, я верю, это молитвенная жизнь. Первая церковь, она пребывала в молитве. Она не пребывала там в каких-то там учреждениях, какие-то там, может быть, решения там принимала, какие-то там бумаги какие-то делала. Нет. Первая церковь, она молилась. Вы видите, в книге Деяний они постоянно пребывали в молитве и в слове. Постоянно пребывали в молитве и в слове. Они постоянно молились. И тогда происходили чудеса и знамения. Уставы там или символы веры. Нет. Первая церковь, никаких там уставов, ничего не было. Они просто молились. Они молились. Знаете, церковь образовалась, от молитвы образовалась. Вы помните, 120 учеников, они молились в горнице. В горнице молились, 10 дней они молились. И тогда пришел Дух Святой. Сошел Дух Святой на них, да? Помните, да? И образовалась церковь. Церковь образовалась в молитве. Слава Господу. У них было единодушие, да? И они вместе молились. И там была мать Иисуса Христа. Она тоже молилась вместе. Аллилуйя. Церковная жизнь, это молитвенная жизнь церкви. И если не будет молитвы, то и жизнь, она не будет кипеть, что ли. Жизни будет мало. Но когда чем больше молимся, тем больше приходит жизнь. Да. Настоящая церковная жизнь – это жизнь в молитве. И эта молитва как индивидуально, так и все вместе. Если ты сам лично молишься Богу дома, да? И также мы молимся вместе. Нельзя сказать, что некоторые так и говорят, я же молюсь дома. Я молюсь дома. Но молитва дома и церковная – это две разные сферы вообще. Угу. Ты принеси молитвенную свою жизнь домашнюю, привнеси это в церковную молитву. Привнеси. Аминь. Знаете, твоя личная молитвенная жизнь, это твое просто больше как личное. Но церковно вместе, как церковь, мы можем совокупно, как тело Иисуса Христа, мы можем делать намного такие более глобальные вещи. За город, хорошо, что ты молишься за город, но когда молится церковь за город, то оно имеет влияние на город. Аминь. Именно за город должна молиться церковь, которая в этом городе. И тогда происходит изменение. Потому что, знаете, если духовные сферы, наверное, увидеть, то это такая глыба, которую сдвинуть может только совместная молитва церкви. Совместная молитва церкви. И поэтому я вдохновляю. Приходите на четверг у нас молитва с 17 часов. Приходите на молитвы. Аллилуйя. Мы практикуем церковь. Церковь – это не только здесь собрания наши, да? Церковь – это также молитвенные собрания. Вообще церковная жизнь – это чудесная жизнь. Это жизнь Духа. Книга Деяний, там
просто движение Духа было. И там я верю, что было много молитв. Без молитвенной жизни нету церковной жизни. Аминь. Слава Господу. Эндрю Мюррей, он сказал, что враг больше всего молится, дрожит, когда церковь молится. Самая большая атака мне кажется, на церковь, это когда атака на молитву. И я заметил это не только на церковь, но и вообще на личную жизнь. Вот все, все надо сделать, но лишь бы как будто молитва там, потом. Я заметил, когда я начинаю молиться, вдруг в самом себе же я обнаруживаю, так, надо сделать то-то, надо сделать это, надо сделать то, и ты вдруг начинаешь какую-то деятельность. Это вы не замечали? Это просто удивительно. Это враг. Враг просто, он атакует молитву. Если ты замолчишь в молитве, то все, враг победит. Поэтому такая атака на молитву, я просто заметил, очень сильная. И на церковную молитву то же самое. Это вот, какие-то, не знаю, сверхусилия, как будто какие-то надо приложить, чтобы давайте, братья, давайте, приходите. Знаете, Бог зовет, Господь же зовет вас. Аминь. Будьте послушания Духа. Бог зовет на молитву. Но у нас есть отмазки, да? У меня то, у меня все. Но Господь, Он зовет вас. Аллилуйя. Знаете, в молитве очень много чего происходит. Больше всего откровений я получаю в молитве, наверное, так тоже скажу. Часто, когда я молюсь, Господь просто какие-то видения показывает, какие-то мысль приходит от Бога. Мысль от Бога приходит. Аминь. Аминь. Почему? Потому что твой дух, он активизируется. Твой дух активизируется, и откровение, слово, видение, пророчество, все оттуда идет, из нашего духа. Но когда дух угашен, что значит дух угашен? Когда ты просто посадил в клетку свой дух, и все. И дух твой в клетке сидит и ничего не может просто сделать. Ты просто его посадил в клетку, сиди себе тихо, у меня тут свои дела. Разве не так? Но что Бог говорит? Про моление? Ага. У меня вопросов нет, я ощущения, слова растворяются в вере. А на молении на языках у меня на языках затык какой-то. Да, моление на иных языках – это как раз молитва духом. Во время молитвы на иных языках твой дух молится. И написано, что дух молится, а разум остается без плода. То есть это не молитва умом, не умом молитва. «Отче наш» – это, да, молитва умом. Но молитва на иных языках – это твой дух молится через тебя. Да? И те, кто не молитесь, приложите усилия. Это не значит, что Дух Святой тебя начнет вдруг у тебя начинаешь ты говорить, сам того не хотя, но вдруг Не. Это ты проявляешь инициативу. Ты начинаешь, я начинаю, и Дух Святой, Он подхватывает и молится через меня. Понимаете, да? И поэтому практикуйте. Я верю, когда вы попросили, Господь, просто крести меня Духом Святым. И в этот момент ты получил крещение Духом Святым. Это есть внутри. Просто надо уметь просто высвободить. Просто открыть рот и просто начинать говорить из Духа. Иные языки, я верю, это как раз Дух молится. Дух молится. Это не умственная молитва. Ум остается без плода. Ум остается без плода. И в Коринфянах, в 1 Коринфянам, по-моему, в 12 что ли главе, там можете почитать, и написано, что те, кто молится на иных языках, тот назидает себя. Это назидание себя, ты строишь себя.
ты назидаешь, ты как как атлеты, которые просто физически качают себя. Вот то же самое, когда ты молишься на иных языках, твой дух становится сильным, и он как бы активизируется. И в этот момент, когда ты молишься на иных языках, вот часто, я про себя говорю, часто у меня и видение, и пророчество, и откровение вот оттуда все идет. И поэтому многие как бы вот теологи, учителя, они соглашаются на том, что именно иные языки – это ключ ко всем остальным духовным дарам. Когда ты часто молишься на иных языках, вот у тебя часто будут и пророчества, и все остальные 9 даров Духа, да? И апостол Павел что говорил, что я больше всех вас говорю языками, больше всех вас говорю языками, и поэтому неудивительно, что у него столько было много чудес, и вообще он был в центре воли Божьей, в центре воли Божьей. И я верю, что быть в Божьем видении. Те, кто молится на незнакомом языке, написано, молятся по совершенной воле Отца. То есть ты, вот бывает такое, что ты молишься на родном языке, не хватает у тебя словарного запаса, и ты останавливаешься, и как бы молитва уже не идет. Но ты тогда продолжаешь на иных языках. Ты молишься на иных языках, и тогда, когда ты молишься на иных языках, ты молишься по совершенной воле Отца. Это совершенная просто молитва. Дух Святой, Он не может ошибаться. Он молится, вот то, что тебе нужно, вот, в твою ситуацию, в твою жизнь, вот Дух Святой, Он ходатайствует, написано, воздыханиями неизреченными. Воздыханиями неизреченными. И, как я уже говорил, что Бога не впечатлить как бы нашими своей риторикой, как бы, да? Своей речью такой красноречивой. Бог не впечатлится. Но вот когда ты на иных языках молишься, это не твое красноречие, это Дух твой молится. Вот это Бога впечатляет. Да, и знаете, я верю, вот Иисус, помните, Он говорил, да, из чрева потекут реки воды живой. Из чрева. И многие как бы соглашаются, что чрево, Дух наш, он как бы во чреве. Из чрева потекут реки воды живой. Река, как река жизни течет просто из тебя. Аминь. Просто поэтому не отчаивайтесь. Те, кто еще вы не молитесь, не отчаивайтесь, просто ищите, практикуйте. Я часто замечал, возлагаем руки, и люди начинают говорить, но потом почему-то смолкают. Зачем как бы останавливаться? Практикуйте, и потом это будет легко. Легко. Аминь. Вот те, кто молится, согласитесь, так ведь? Очень просто, да. Даже научные исследования, так я читал, что человек, когда молится, там активизируется как бы вот в мозге, участки мозга, которые отвечают как раз дух, наверное, да. Не наша логика, не наша там, не чувство, но именно наш дух молится, когда мы молимся на иных языках. А Библия что говорит? По духу всегда. Не по душе, не будьте душевными, духовными. Аминь. Но это целое, как сказать-то, там книги даже есть. Я даже не помню, как книга называется, то там очень хорошая книга есть такая толстая про иные языки. Да. И есть доказательства, что ли, из Библии, что крещение Духом Святым – это вот как раз-таки иные языки. Иные языки. Угу. Поэтому вот так вот. Но это целая тема про иные языки. Я думаю, вы учитесь в библейской школе, да? Ну, там, скорее всего, может затронут вот как бы вот эта вот тема. Тема молитвы, наверное, будет. И наверняка там что-то будет про это. Аминь. Аллилуйя. То есть, смотрите,
церковь, первая церковь, она не копировала, она никого не повторяла, она имела молитвенную жизнь. Они просто молились. Мы часто копируем, мы что-то пытаемся, у них работает, я буду точно так же. И знаете, часто копирование, оно не так уж работает. Но вот молитва, да, работает. Поэтому я просто ободряю, просто молитесь. Без молитвенной жизни невозможна церковная жизнь. Вот просто без молитвы церковная жизнь невозможна. Да, мы можем много каких-то дел, каких-то проектов делать, но без молитвы это что-то будет, не знаю, это просто самодеятельность может превратиться. И в прошлый раз я говорил, что как Агарь, она родила Измаила, то есть мы можем своей деятельности вот столько Измаилов наделать, которые будут потом нам же проблемой. Но когда я в молитве что-то получил от Господа, видение, вот тогда это вот, что-то настоящее от Бога. Что-то настоящее от Бога. Пусть оно маленькое. Знаете, всем нам надо войти в волю Божью, в видение Божье. Если я не в видении Божьем, то я все. Я как человек, который остался за бортом. Ученики Иисуса Христа, как вы думаете, во времена Иисуса Христа воля Божья где была? Я думаю, быть рядом с Иисусом, ходить с Иисусом. 12 учеников, и еще там ученики были. Петр там особо не толком... Что за человек такой? Рыбак какой-то. У него какие-то вопросы задает несуразные там, да? Но он знал, что вот с Иисусом, да, вот я буду с Ним, хоть я толком ничего не понимаю, но я рядом с Ним, и тогда я в воле Божией. И он был в самом центре воли Божией. Смотрите, рядышком была целая система фарисейская была. Там храм был, священники там возжигали каждый день, там целая там просто система была. Как вы думаете, они были в видении Божьем? Нет. А вот эти 12 учеников, которые, наверное, внешне выглядят какая-то маргиналы какие-то там, да, кучка какая-то там ходит. А тут же, фарисейская система. Где была воля Божья? Где было Божье видение? Да, вот у них было. Во времена Ноя, например, да? Во времена Ноя кто был в центре Божьего видения? Ной и его семья, всего там было 8 человек. Из всего мира, в тот мир достаточно уже много людей там было. И наверняка там, наверное, праведники тоже были, скорее всего. И смотрите, тут даже дело не в праведности, насколько ты в видении Бога. Во времена Ноя только 8 человек были в видении Бога. Остальные остались за бортом. Смотрите, дело серьезное такое. Просто посмотри, твоя жизнь, она в видении Бога. Во времена Ноя всего лишь 8 человек, они вошли в ковчег. Они спаслись. Остальные просто их не видно и не слышно. Смотрите, апостол Павел, да? Апостол Павел в книге Деяний. Там был Варнава, помните, Варнава такой был? Хороший человек был. Да, он молодец. Он привел даже апостола Петра в апостольское служение ввел вообще. В церковную жизнь ввел. Павла. Самого Павла Варнава вел. И они вместе там
ходили, проповедовали. Были миссионерские путешествия вместе с ним. И написано там Варнава и Павел, там, да, там они миссионерствовали, они проповедовали. И в какой-то момент написано, что не Варнава и Павел, а Павел и Варнава. Это значит, в какой-то момент видение перешло к Павлу. Угу. И Варнава, да, хороший брат. Но он отошел как бы от Павла. Они там расстались из-за Марка. У Варнава, Марк, по-моему, то ли там племянник, то ли он кто-то родственник, по-моему, был какой-то. И он сказал, давай Марка возьмем. А Павел говорит, нет, тогда он отстал от нас, мы его не будем брать. И тогда огорчение произошло. И они расстались. И с тех пор про Варнаву ничего не слышно и не видно. Можно сказать, что он просто как бы видение Божье, оно перешло к Павлу. Про Павла до конца как бы тоже. Даже Петр, до какой-то главы Деяний про Петра там много было написано. Но с какого-то момента про Петра уже ничего не слышно. Последний раз он там пошел к этим, в Коринф, по-моему, он пошел, или я путаю, к Корнилию он пошел. Все, и после этого все, про него не слышно. Даже Петра, смотрите, видение, куда видение идет, вот там ты должен быть. Вот там. Аминь. Аминь. Иначе можно оказаться как бы вот за бортом. Это хорошо. Мы имеем праведность, мы освящаемся. Мы как можем идем за Господом. У нас есть какая-то ревность. Но вопрос задайте себе. Ты в воле Божьей, видении Божьем. Я думаю, Петр, да, он был как бы там, Петр. Бог все равно его любил до конца как бы жизни, да? Но основное видение, оно пошло за Павлом. Про него там книга Деяний им заканчивается. Понимаете, да? Поэтому хорошо, что ты живешь с Богом. Хорошо, что ты следуешь за Господом. Но задайся еще вопросом, воля Божия ли я, видение ли Божьим я? Соответствует ли моя жизнь видению Божьим? Аминь. И тогда ты корректируешь свою жизнь. Ты идешь. И я верю, что вот молитва на иных языках – это один из ключей. Чем больше ты молишься, тем больше Дух Святой тебя будет и направлять. Аминь. Аминь.